Добрый день, уважаемые эксперты и участники конференции. Меня зовут Винокуров Богдан. Я ученик 7 класса городской художественной гимназии. Разрешите представить вашему вниманию исследовательский проект на тему «Сравнительный анализ внешнего вида трилобитов, найденных на территории Республики Саха-Якутия». Актуальность исследования обусловлена тем, что на территории Республики Саха-Якутия сохранилась наиболее непрерывная и богатейшая летопись роста биологического разнообразия Земли, изучение которых позволит не только заглянуть вглубь истории, но и ответить на возникающие вызовы природы, различные катаклизмы, прогнозировать развитие экосистем и так далее. Выбор темы исследования также продиктован личными интересами, палеонтологическими раскопками. Я занимаюсь второй год. Первые мои находки илоиды были найдены в 2020 году. В этом году я обнаружил целый комплекс трилобитов. Цель моего исследования – определить вид найденных окаменелостей трилобитов, провести сравнительный анализ трилобитов, найденных на территории Республики Саха-Якутия. В процессе теоретического изучения литературы про трилобитов я узнал, что палеонтологическая история Якутии охватывает кембрийский период. В стратиграфической шкале выделяют якутские, венские и алданские надъярусы Нижнего и Среднего Кембрия. Территория Якутии относится к сибирской платформе. Кембрийский период отличается одновременным появлением большого количества многоклеточных, ярким представителем которого является трилобит. Само название подсказывает нам внешнее строение трилобита. Его тело вдоль и поперек можно разделить на три части. Перейдем к практической части. Поиски проходили на протяжении 2 месяцев. Май-июнь. Местонахождение – это Кичигаан. Найденные мной трилобиты общеизвестны, и вид учеными-палеонтологами определен как бергенелюсы азиатские. Я измерил останки своей окаменелости и сделал следующую таблицу. Затем сравнил внешний вид трилобитов из 3 других экспедиций. Во всех 3 трилобитах обнаруживается схожее внутреннее строение. Найденные трилобиты отличаются размером. Трилобиты Усманского района отличаются строением и соотношением частей тела. Так, их находки отличаются большими размерами торакса, соотношением величин цефалона с тораксом. В моих находках соотношение головы с туловищем составляет 1/3 часть. В находках с чапта голова маленькая, 1/5 всего тела. Таким образом, мы делаем следующие выводы. Первое. Трилобиты найдены на поверхности Земли. Возможно, причина раскрытия древних слоев почвы – эрозия. Второе. Анатомически найденные в Хангалском районе трилобиты схожи, это род бергенелюсы азиатские. Третье. Трилобиты Усть-Майского района отличаются внешним строением и размерами, соотношением 3 частей, размерами длины плевры и ширина арахиса, что говорит нам о том, что это разные виды трилобитов. Благодарю за внимание.